потому что особенно после полномасштабного вторжения в Украину по всей Европе резко выросло число диверсий и кибератак. При этом, как мне кажется, наибольшие показатели снова фиксируются в Германии, а теперь уже и в Польше. Тем более, раз вы ее упомянули. Вы, вероятно, видели в новостях сообщения о диверсиях на железнодорожных путях в Польше. У нас также были атаки на порт в Ростоке на Балтийском море. Именно там заканчиваются маршруты украинского зерна, откуда оно отправляется на мировой рынок. Как правило, и очень часто такие атаки так или иначе увязываются с Украиной. Фактически здесь прослеживается устойчивая закономерность. Согласно обзорному исследованию, подготовленному правительством Германии и недавно опубликованному Der Spiegel, только за первые 2 квартала текущего года было зафиксировано почти 150 попыток диверсий. Это резкий скачок по сравнению с предыдущими годами. Отдельно стоит упомянуть пролеты дронов. Зафиксировано порядка 850 подозрительных случаев. Не все из них удалось однозначно связать с Россией, однако значительная часть — да. Как правило, такие дроны пролетают над объектами критической инфраструктуры, военными объектами, портами, СПГ-терминалами и тому подобное. Самый вопиющий пример, который мне довелось видеть, был зафиксирован в Нидерландах. Дрон полетел над военной базой, где размещены американские ядерные боеприпасы. Нидерландские власти пытались сбить эти дроны, но безуспешно. Скорее всего, такие пролеты служат сразу нескольким целям: сбору разведданных, нагнетанию страха — это почти всегда ключевой момент — и проверке нашей реакции. Способны ли мы технически противостоять этому? Способны ли мы политически на это реагировать? Должен признать, что по многим из этих направлений Германия сейчас не производит впечатления страны, которая уверенно контролирует ситуацию. И в итоге возникает главный вопрос: что мы вообще можем с этим сделать? Это, разумеется, главный вопрос. Книга в целом задумалась прежде всего как тревожный сигнал, как попытка разбудить общественное внимание. В ее заключительной главе мы формулируем ряд рекомендаций о том, что могут и должны делать наши общества. Если бы я писал ее сегодня заново, я, вероятно, добавил бы к ним еще несколько пунктов. И прежде всего бросается в глаза, что в Германии крайне мало ресурсов вообще направлено на понимание происходящего. У государства, по сути, есть лишь несколько экспертов, занимающихся этой темой. Все значимое, что удалось выявить и обнародовать, в основном стало результатом работы НКО и СМИ. Поэтому ведущие СМИ создали собственные подразделения по факт-чекингу, и именно они выявили и задокументировали гораздо больше, чем государственные структуры. Отсюда вытекает масштабная задача — существенно нарастить соответствующие ресурсы. В этом смысле Франция представляет собой куда более удачный пример. Во Франции создано специальное агентство, работающее при премьер-министре и объединяющее 50-60 экспертов из разных ведомств, а также представителей специальных служб, которые занимаются анализом таких тенденций. В результате именно французская сторона во многих случаях первой выявляла подобные операции, после чего уже на основе полученной информации можно было двигаться дальше. С германской точки зрения это, откровенно говоря, постыдно. У нас до сих пор не создано ничего сопоставимого. В рамках работы над книгой мы, в частности, взяли интервью у директора этого французского агентства, которое называется «Вигинум». Еще одним выдающимся примером является Швеция. У них в Министерстве обороны действует очень сильная структура, отвечающая за психологическую оборону. Ее неоднократно рекомендовали мне, как, пожалуй, лучший и наиболее комплексный пример государственного органа, созданного для противодействия дезинформации и пропаганде. Таким образом, нам есть чему поучиться, перенимая лучшие практики других стран. Гибридная война по своей сути — это крайне сложная и многоуровневая форма противоборства, включающая как элементы информационного воздействия, так и физические действия, вплоть до убийств, полет беспилотников, кибератак и других форм прямого вмешательства. Наша уязвимость в том, что государственные структуры действуют фрагментарно, а не комплексно. Одни специалисты занимаются кибербезопасностью, другие — информационной сферой, беспилотниками, военными вопросами и так далее. Между тем, речь идет об одной целостной стратегии и единой политике России с четко обозначенными целями: посеять страх, расколоть общество, подтолкнуть его к политическим крайностям, в особенности в Германии, и далее по цепочке. Мы по-прежнему не воспринимаем это как единый комплексный удар и, соответственно, не отвечаем на него как на целостную атаку. Вероятно, ключ к более эффективному противодействию заключается в том, чтобы выстроить столь же комплексный подход. В Германии мы лишь начинаем движение в этом направлении. Теперь в Германии создан Совет национальной безопасности, орган, которого у нас раньше не было, в отличие от США, Польши или Великобритании. Эта структура, призванная рассматривать вопросы безопасности в по-настоящему комплексном ключе. По крайней мере, это та институциональная основа, с которой можно начинать выстраивать такой подход.
И последний момент, на котором я хотел бы остановиться, касается нашей чрезмерно оборонительной позиции. Я услышал, как Сильви говорила об этом на прошлой сессии, большую часть которой мы, к сожалению, пропустили, потому что пришли слишком поздно, Барбара и я. Но именно этот момент я и хочу подчеркнуть. Наш подход к этой проблеме по-прежнему остается исключительно, даже чрезмерно, оборонительным. Мы в основном наблюдаем, расследуем, иногда занимаемся факт-чекингом и на этом останавливаемся. Но если речь идет о гибридной войне, то одного лишь оборонительного подхода, на мой взгляд, недостаточно. У демократии есть и более проактивные, в определенном смысле и наступательные инструменты, которые можно и нужно использовать. Нам не нужно копировать все то плохое, что делает Москва, дезинформацию, ложь и прочее. Но мы могли бы вести собственные активные кампании, в том числе направленные на Россию, как это делалось в свое время через Радио Свобода и Радио Свободная Европа. Сегодня мы этого не делаем вовсе. И, разумеется, в киберсфере речь идет не только о кибербезопасности и защите, но и о так называемых ответных действиях. Мы могли бы, например, выводить из строя серверы, с которых ведутся атаки против нас. Мне вспоминается один показательный пример. Во время промежуточных выборов в США в 2018 году, через 2 года после первой победы Трампа, американские власти уже знали, что петербургская фабрика троллей активно поддерживала его команду в 2016. В ходе выборов 2018 года ее просто заблокировали с помощью кибератак, фактически отключив от интернета на неделю или около того. Разумеется, это уже агрессивные наступательные действия, и я не берусь судить, на каком именно правовом основании они были осуществлены. Но это сильный демонстративный шаг. И еще один момент, связанный с цифровой инфраструктурой. Если российские кибератаки позволяют вести разведку против нас, можно не сомневаться, что вся наша критически важная инфраструктура уже отслежена, известны ее уязвимости и слабые места. Почему бы нам не действовать симметрично? Почему бы не показать силу и в этой сфере, не развязывая войну, но ясно демонстрируя, что у нас есть сопоставимый уровень технических возможностей, что мы способны отвечать на равных? И до сих пор это совершенно не соответствует западному, по крайней мере, немецкому образу мышления. Мне кажется, однако, что сейчас мы все-таки начинаем двигаться в этом направлении. Спасибо за внимание.